Государственный академический русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина ведет свою документальную летопись с 10 мая 1891 с момента утверждения министром внутренних дел Российской империи Устава Общества любителей музыки и литературы. Его главной целью тогда было знакомство местного населения с лучшими произведениями музыки, литературы, драматургии. А вырученные от постановок средства шли на оказание благотворительной помощи нуждающимся. Сложный и тернистый путь прошел русский театр вместе со всей страной. Посредством лучших произведений русской, отечественной и зарубежной драматургии театр вдохновлял народ на новые подвиги во время революции, гражданской и отечественной войн, давал ответы на поставленные государством задачи, осмеивал недостатки общества и прославлял героев. За большой вклад в развитие театрального искусства Якутии в 1980 году театр был награжден орденом «Знак почета». В 1998 году ему присвоено наименование «Академический». В 1999 – имя Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события в сквере театра установлен памятник великому русскому поэту. Современный театр становится все более многообразным, инновационным. Благодаря режиссерам, приглашенным из других регионов страны и из-за рубежа, происходит обогащение европейскими театральными тенденциями культурного пространства Якутии. Мы заведем все по моде, а они как хотят. Вообще-то как водится. Настоящий фурор произвела чеховская «Верочка» в постановке режиссера из Литвы Линаса Зайкаускаса на международных фестивалях в 2010 году «Встречи в Одессе» и в 2011 году «Театр Чехов Ялта». В 2016 году на фестивале «Театральный Олимп» в Сочи театр удостоился серебряной награды фестиваля. Спектакль «Два берега одной победы» получил приз зрительских симпатий, а презентация театра признана лучшей из представленных. Направляющим вектором глубокого философско-христианского содержания и любви к Отечеству проходит через репертуар театра постановки выдающегося якутского и мирового театрального деятеля Андрея Борисова. «Три разговора» Владимира Соловьева и «Любви еще живой. Продолжение продолжения» Владимира Карпова. «Страсти по ямщику» Василия Харысхала. «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина. Стоит особо отметить спектакли Андрея Борисова по пьесам Владимира Федорова. «Одиссея» инока Якутского, лауреат фестиваля «Благая весть» в городе Благовещенск и лауреат Госпремии Республики Саха-Якутия. «Апостол Государев». Премьера спектакля состоялась на сцене Московского художественного театра имени Чехова. «Созвездие Марии» также был впервые сыгран в столице, на днях Республики Саха-Якутия в Москве. Спектакль вдохновил киностудии «Ленфильм» и «Каро Продакшн» на создание художественного фильма по мотивам пьесы. «Два берега одной победы» создан к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Прилечу домой из боя я, а прицеплю звезду героя я, а видел сверху под собою я. Ребята, столько девушек в цвету, а не для сталинского сокола, а все ходить вокруг да около, а мне встречает синеокая. Значит, рыжую найду. Театр – храм, в котором служат щедро дарящие якутскому зрителю свою душу, сердце, народные и заслуженные артисты разных поколений. Свежее дыхание современной труппы составляют 4 выпуска театральных вузов, филиала школы-студии МХАТ и Арктического государственного института культуры и искусств. Широка география городов России, где в разные годы побывал с гастролями театр. Это Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Хабаровск, Чита, Магадан, Минск и Бобруйск в Белоруссии, Усть-Каменогорск и Ленинск в Казахстане, Чукотка. С самого момента зарождения театра всегда желанными гостями были артисты русского театра в селах республики. На перекладных, пешком, вплавь, на тракторах и лошадях добирались артисты в самые отдаленные уголки Якутии. На стройках алмазодобывающей промышленности, Вилюйская ГЭС, БАМа,
Нет той промышленной точки в Якутии, где бы не побывала нога актера. И сейчас театр сохраняет традиции, ежегодно бывает на гастролях в городах и селах родной республики. Русский драмтеатр имени Пушкина является единственным театром, который, начиная с 50-х годов прошлого столетия, каждую субботу и воскресенье распахивает свои двери перед самым маленьким зрителем. Уже не одно поколение детей выросло на детских сказках. «Маленькая фея», «Королевство кривых зеркал», «Зайка-зазнайка», «Снежная королева», сказки Пушкина, «Малыш и Карлсон», «Пеппи длинный чулок», «Аленький цветочек», «День рождения кота Леопольда», «Иванушка-дурачок», «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Сказка о царе Салтане» и многих-многих других. Каждый новый сезон, в дни зимних или весенних каникул, театр радует школьников новой сказкой. Я поздравляю вас с тем, что вы нашли главное сокровище! Какое сокровище? Да друг друга мы нашли! Возможно ли описать все очарования театра, всю его магическую силу над душою человеческою? О, ступайте, ступайте в театр!